История производства красок на Тиккурила начинается с середины XIX века, когда строительство железных дорог дало импульс развитию всей экономики и промышленности Великого княжества Финляндского. В те времена на железной дороге и на фабриках технику и инструменты смазывали льняным маслом или сваренной из него олифой. После того, как в 1861 году на железной дороге под Хельсинки открылась станция Тиккурила, владелец местной усадьбы Хакунила Андерс Лоренс Мунстерьельм проявил дальновидность, предвосхищая возможности, предоставляемые железнодорожным сообщением, и открыл маслобойню Тиккурила Dickrusby Oljeslageri. Oltiin aivan lähellä Helsinkiä, pääkaupunkia, jossa vernissakäyttö ja pellaväylyn käyttö lisääntyy koko ajan, koska siellä rakennettiin paljon. Siellä oli konepajateollisuutta, esimerkiksi näiden valurautaisten koneiden suojaamiseen pintakäsittelyyn käytettiin nimenomaan pellaväylyä. В 1855 году маслобойня переходит в собственность торгового дома Schild и Hallberg. С окончанием Первой мировой войны и обретением Финляндии независимости рынок стремительно меняется. Itsenäistymisen jälkeen avautui uusia tilaisuuksia kotimaiselle maaliteollisuudelle. Tikkurila pääsi aloittamaan tämmöisen suurimuotoisemman maaliteollisuuden nimenomaan sitten 1919-1920-luvun alussa, joka sitten nousikin aika nopeaan kasvuvauhtiin. Молодая независимая республика с энтузиазмом строится, и в местечке Тиккурила появляется новый завод. Так Schild и Hallberg реагируют на рост спроса на масляные краски. Maalaamisesta tuli aivan olennainen osa sitä rakentamista, eli rakennukset maalattiin sekä sisältä että ulkoa. Лакокрасочный завод Тиккурила укрепляет свои позиции на растущем рынке. А красочные работы – сложный процесс, который требует высокой профессиональной квалификации. Из Америки на родину Финляндию возвращается молодой химик Рагнар Хольмстрём, овладевший технологиями современного лакокрасочного дела. Его приглашают на завод Тиккурила для разработки продукции, отвечающей современным требованиям. Инвестиции в исследовательские работы приносят плоды. Уже на следующий год Тиккурила выпускает свой первый хит продаж «Лак Уника». Работа в лаборатории Тиккурила идет полным ходом. Завод предлагает такие революционные новинки, как алкидная эмаль Миранол и краска для крыш Pansarimaali. Käynti tehtaalla, jonka tuotteet on jo 4 kertaa palkittu suomalaisella kultamitalilla, avaa uuden ja mielenkiintoisen maailman. Valmistusprosessin keskeisin elin on väritehtaan sydän ja omatunto laboratorio. Kautta Tikkurilan historian sieltä 20-luvulta alkaen, niin tuotekehittäjät ovat olleet kyllä tämän ja ovat edelleen tämän yrityksen vetureita. Että se on juuri se Tikkurilan etulyöntiasema hyvin monessa kohdassa, että se on pystynyt ensimmäisenä Suomessa, joskus ensimmäisenä maailmassakin lanseeraamaan tuoteuutuuksia. Пятидесятые годы – это эпоха расцвета финского дизайна. Уходит в прошлое серая безликость военных лет, и на передний план выходят новые краски и материалы. В 1953 году на рынке появляется новая краска «Джокер». Латексная краска наносится совершенно новым инструментом – малярным валиком, который позволяет без профессиональной подготовки осуществлять качественную окраску. Теперь и женщины с удовольствием занимаются окраской стен. В Финляндии начинается первый массовый бум дизайна интерьера. В поисках новых оттенков финский дизайнер Юки Нумми создает первый каталог цветов «Джокер». С помощью советов службы консультаций финские дома наполняются цветами как в городах, так и в поселках. Och då var och en får Dickrusby färgfabrikers utmärkta instruktionsbok Rätt färg på rätt plats. Oli värikartta, jossa oli 144 sävyä, joihin päästiin sekoittamalla 12 erilaista jokerimaalia keskenään annetussa suhteessa. В 60-е годы, в основном благодаря экспорту в Советский Союз, происходит стремительный рост промышленного производства Финляндии. Благосостояние людей повышается, в городах возводятся новые жилые районы, тысячи семей въезжают в современные квартиры. Syntyy siis uusia todella isoja maalauskohteita, joita varten Tikkurilan laboratorio
Nerot sitten loivat siis esimerkiksi semmoisia maaleja, joilla ammattimaalarit saattoivat näitä isoja kerrostaloja maalata sisältä ja ulkoa ja niin edelleen. После застройки новых городских районов внимание переключилось на загородные частные дома. Спрос стремительно рос. Надо было решать проблему увеличения количества готовых цветов. Решение этой проблемы нашли в новых пигментных пастах, которые добавлялись в базовые краски прямо на месте в магазине. В 1972 году государственная компания ныне Кемира приобретает семейное предприятие Schild и Hallberg, которое стало называться Tikkurilan Väritehtaat, Dikursby Färgfabriker, что на финском и шведском означает «заводы по производству красок Tikkuriла». Sitten mä vedän Jokerilla makuuhuoneenkin ihan uuteen uskoon. В середине 70-х годов в Vantaa под Хельсинки открывается новый, самый автоматизированный в мире завод Tikkuriла – Monicolor, производящий ежегодно до 1 миллиона литров белого латекса и алкидной эмали. Итак, заводы Tikkuriла готовы к масштабным поставкам красок, в том числе и на мировой рынок. Олимпийские игры в Москве в 1980 году ознаменовали поворотный период в истории Tikkuriла. Silloin tehtiin tosiaan niin paljon valkoista miranolia Tikkurilassa kuin ikinä koneesta saatiin aikaiseksi. Eli kyllä Moskovaa maalattiin valkoisena miranolilla silloin paljon ennen olympialaisia. Nyt on maan maalikaupoissa jotain aivan uutta. Tikkurilan Monicolor Futura. В 80-е годы происходит быстрое развитие новых технологий, в частности, колировочных систем. Tikkuriла представила на финский рынок новую систему Monicolor Futura из 600 цветов. 80-luvun värimuoti, nykyinen ja tuleva. Se oli valmis konsepti, eli kaikki toiminnot tukivat toisiaan. Siinä oli sävytyskone, perusmaalit, pastat, kaavat, kaikki software kehitetty yhtenä pakettina ja siihen perustuu kaikki myöhemmät järjestelmät. Valmis! Poika, mitä sä oot tehnyt? Последовавший после спада на валютном рынке банковский кризис привел к глубокому застою всей экономики Финляндии. Стремительно начавшийся выход Tikkuriла на международный рынок резко остановился. Продажа краски в Финляндии снизилась на 40%. Трудности продолжились после распада в 1991 году Советского Союза, важного партнера по экспорту для Tikkuriла. Neuvostoliiton autokauppa hävisi yhtenä yönä. Se oli 20% liikevaihdosta. Neuvostoliiton hajoaminen oli käsittämättömän kova isku suomalaiselle taloudelle. On sanottu, että noin 1/5 viennistä suli melkein yhdessä yössä. Tikkuriла уделяет все большее внимание созданию местной сети магазинов России. Продажей краски начинает заниматься новое поколение независимых предпринимателей. Но я начал с Tikkuriла сотрудничать с 1994 года. Тогда еще только-только начиналась торговля Tikkurilой, то есть Tikkuriла только пришла в Россию. Se nousi räjähdysmäisesti. Heti lamasta lähtien oli räjähdyskasvun vuodet ja suurin osa johtui siitä, että oli tarpeeksi hullua porukkaa, joka vaan meni läpi ja myi sitä. Мне вот эту и что-нибудь для творчества. Финский бренд завоевывает прочные позиции. Oh, Tikkuriла! Ну, Tikkuriла, блин, дает. Приобретение в 2001 году ведущей шведской компании, производителя красок Alcro Beckers AB, значительно укрепило положение Tikkuriла на лакокрасочном рынке. В течение нескольких лет Tikkuriла превращается в крупнейшее предприятие лакокрасочной отрасли стран Северной Европы. В 2006 году Tikkuriла продолжает укреплять свои позиции, приобретя российскую компанию Краски Tex, и с тех пор она лидер на российском рынке. У Tikkuriла дела идут отлично, так как потребители опять воодушевлены дизайном интерьера. Помимо интернет-страниц, советы можно получить, позвонив на горячую линию, ежегодно принимающую в Финляндии до 70 тысяч звонков.
В 2007 году государство продает контрольный пакет акций компании «Кемира» фирме «Орос Инвест», которая принадлежит семье Пасеки. Тиккурила выходит из состава «Кемира» и в 2010 году начинает котироваться на фондовой бирже. Me nähtiin silloin jo selvästi, että Tikkurila ja Kemira eivät luo lisäarvoa toisilleen, kun nämä kaksi yritystä olivat yhdessä, vaan nähtiin selvästi se, että jos näistä molemmista tulee oma terve pörssiyritys, niin se varmaan tehostaa molempien yritysten toimintaa. Оборот нового открытого акционерного общества поступательно возрастает. Дела компании идут успешно. On oltu rohkeita, on haluttu kehittää tätä liiketoimintaa ja on uskottu siihen, että tämmöinen brändi lähestyminen toimii, joka sinänsä on suomalaiselle yritykselle aika harvinaista, että on uskottu siihen ikään kuin markkinoinnin voimaan ja näiden brändien rakentamisen voimaan. Ei löydy kovin montaa suomalaista yritystä esimerkiksi Venäjän markkinoilta, jotka kulutustavarabisneksessä olisi markkinajohtajia siellä. Тиккурила – лидер рынка не только в Финляндии и в России, но и в Швеции и в странах Балтии, а также четвертая компания по величине в своей отрасли в Польше. За 150 лет пройден длинный путь. Мельница на берегу речки превратилась в международную брендовую компанию в сфере строительства и дизайна. Tikkurilan tarina, koko tämä 150 vuotta, niin se havainnollistaa tavattoman hyvin sitä, miten maatalousvaltaisesta Suomen suuriruhtinaskunnasta tuli tämmöinen tietoyhteiskunta, joka elää globaalin talouden sykkeessä, voi sanoa, ja sykkeestä.